Поселок Черниговка уютно расположился в 25 километрах от столицы Абхазии. Большую часть села занимает живописное горное ущелье, по дну которого протекает река Мачара. Даже в самые жаркие дни здесь прохладно. Для прогулок по ущелью не требуется специальное оборудование или особая физическая подготовка. Осилить маршрут может любой желающий. Прямо над ущельем ресторан, столики которого расположены в разных местах – вверху, внизу, под каменным навесом и у самой воды. Водопады, озера, водяные мельницы, огромные камни, поросшие мхом. Это чудо сотворила природа, а затем мастерски обустроил человек, так, чтобы ущелье было удобно для посещения. В 2007 году местный предприниматель облагородил ущелье и приспособил его для прогулок. Вдоль скал были построены пешеходные дорожки, беседки и смотровые площадки, укреплены сходы. Туристы с удовольствием посещают это необычное место. С каждым годом оно становится все более популярным. Первый раз мы приехали в Абхазию, мы из Санкт-Петербурга. Приехали отдохнуть, нам очень понравилось. Черниговку нам посоветовали. Отдыхаем мы в санатории, в пансионате «Эвкалиптовая роща» на берегу моря. Вот решили приехать на экскурсию посмотреть. Море теплое и горный воздух, водопады. Чисто очень хорошо. Поражены красотой Абхазии, гостеприимством, радушием. Здорово. Нам очень понравился. Обязательно вернемся. Как вашей доченьке? Какие у нее впечатления? Тоже с удовольствием лазает по горам, везде в бассейне, везде понравилось. Я в мае была и вот сейчас привезла уже, можно так сказать, супруга уговорила его. Я был здесь в 82 году. Какие планы еще? Вы надолго здесь? На неделю. Куда Планы, еще поедете? по всем достопримечательностям, в принципе. Я думаю, что, конечно, за неделю трудно объять необъятное и посмотреть за неделю все невозможно. Я думаю, что мы в любом случае еще вернемся, уже с детьми. По дороге в Черниговку можно набрать минеральную воду из Мархеулского источника. Вода поступает из 100-метровой глубины. Ее температура постоянна и составляет около 18 градусов. Исследования показали, что вода обладает полезными свойствами. Например, помогает выводить камни из почек. Сюда обязательно заезжают экскурсии, направляющиеся в Кадорское ущелье. Здесь же можно купить мед и домашнее вино. Недалеко от села Мархеул начинается серия Ольгинских водопадов. Летом они дарят прохладу и свежесть, уберегают зноя. Весной и осенью наполняют звонким журчанием все вокруг. За многие годы из-за потоков воды размытые стены ущелья превратились в причудливые природные декорации. Осмотр достопримечательностей и передвижение по местности значительно облегчила новая дорога. Асфальтирование проводилось в рамках российской инвестпрограммы. Протяженность новой дороги от поста ДПС Мачара до села Мархеул составила около 7,5 километров. С этой стороны у нас получается село Мачарка, а дальше уже идет село Мархеул. Пользуются в районе где-то 300 дворов. Вот именно по этой дороге. Раньше, само собой, здесь дорога была не совсем такая, скажем так, хорошая. Но силами района мы всегда поддерживали его, насколько это возможно было. Но на сегодняшний день вы сами видели, насколько это качественная и насколько добротно сделанная работа. Как вы сами видите, не только отдыхающие с курортным сезоном, наше население, наши жители, они все очень довольны сделанной работой. Сегодня жизнь маленьких сел Гулрыбского района протекает тихо и спокойно, привлекая множество туристов своими яркими достопримечательностями. Эсма Голанзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.